Администрация Сухума продолжает выявлять незаконные постройки. Что дальше с этими постройками? Что грозит их владельцам? Об этом будем говорить в студии с главным архитектором города Бесланом Богателли. Беслан, спасибо, что с нами здесь в студии. Здравствуйте. Беслан, мы давно слышим, да, что администрация занимается этой, и нынешняя администрация, предыдущая, пыталась заниматься, да, этой проблемой. Расскажите сейчас, в чем заключается задача? Администрация города совместно с прокуратурой города мы занимаемся выявлением самостроев, незаконного строительства по городу. И с недавних пор начали вот эти вот мероприятия проводить, где мы выезжаем на места и, по сути, останавливаем незаконные стройки вместе совместно вот с прокуратурой, со специалистами отдела архитектуры, ну и различными, да, структурами, которые так или иначе должны быть задействованы, контролирующими и структурами, которые обязаны наказывать. Дому права, в общем, да. Буквально вот на прошлой неделе мы начали выезжать по таким объектам. К сожалению, у нас имеет место быть незаконное строительство. Есть такие граждане, которые начали строительство без каких-либо разрешительных документаций. Я, пользуясь случаем, хочу призвать застройщиков будущих и тех, кто имеет возможности и ресурсы для того, чтобы что-либо строить в городе. Мы хотим вам помочь. Мы не хотим никаких препятствий для вас. Призываем: делайте, пожалуйста, проекты, согласовывайте их у нас здесь в администрации, в отделе архитектуры. Затем проходите экспертизу по своим объектам, если это что-то крупное, многоэтажное, да и малоэтажное тоже, в принципе. И получайте разрешение на строительство и спокойно стройте. Но это сложнее, чем взять и построить то, что было построено около второй городской больницы, да? Вот мне кажется, вот это стало таким триггером, что ли, для того, чтобы активнее администрация именно сконцентрировалась сейчас, потому что много задач у администрации, но найти время и сейчас заняться вот этой темой. Вообще прокуратура раньше этим начала заниматься, прокуратура города. Мы сейчас, задача была поставлена главой города Тимуром Михайловичем. И просто у нас недостаточно штат, недостаточно человек в штате, и нам необходимо уже его обновлять с нового года. Нам нужна будет такая инспекционная служба, которая вот как раз-таки будет заниматься выявлением незаконного строительства, потому что регулярно нужно курсировать по городу и следить за тем, кто что строит и как строит, в принципе, потому что есть проекты, которые, строительства, которые уже ведутся с разрешением на строительство, но, возможно, какие-то отступления от проектов, за этим тоже надо наблюдать, следить. Много ли выявлено ситуаций, когда идет незаконное строительство? Вот за это время, что вы начали такие массовые, можно сказать, проверки? Мы начали буквально вот на прошлой неделе уже... Второй выезд на этой неделе у нас был. Достаточно, да, достаточно. Но дело в том, что, знаете как, многие имеют проекты, они вроде как строят по проекту, но не успели согласовать. Вот таких тоже немало. Что грозит владельцам таких построек? Вот надо тут тоже разделить те, кто уже построил и живет, может быть, в незаконной постройке, и те, кто начал строительство? Не получится жить, не то чтобы жить, не получится ввести в эксплуатацию без какого-то разрешения, поэтому есть второй путь, по которому шли раньше. Сейчас мы будем препятствовать этому. Это через суд.
То есть после того, как построено строение, как бы Владельцы судятся с государством. да, с государством, да, и узаканивают таким образом свои строения. Какие у них могут быть аргументы у этих владельцев? Ну, аргументы какие? В принципе, там просто нужно будет проводить экспертизу, соответствует ли нормам строения. Обычно это так и есть, соответствует нормам. Но другой вопрос, почему мы довели до такого, что человек, ну, то есть у застройщика есть такая надежда, что он сможет через суд оформиться, когда мы позволяем ему уже достроить строение. Нам нужно уже на этапе фундамента и вообще на этапе начала строительства, строительных работ каких-либо останавливать. Что мы делаем, в принципе? То есть мы останавливаем какое-либо незаконное строительство, зная, что нет никаких разрешительных документаций, выдаем предписание о том, чтобы застройщик остановил стройку. Ну и составляем протокол, в общем. Может ли это напугать? Процедура. Вот может ли это напугать тех, кто строит незаконные постройки? Может ли это заставить их? Ну, вы не можете там поставить наряд милиции, чтобы они следили за тем, чтобы... мы никого пугать не хотим. Мы ко всем с пониманием относимся. Знаете, как многие просто сталкиваются с бюрократией, им хочется строить прямо сейчас, и поэтому вот им кажется, что это выход из положения вот потом уже, после того, как построят, через суд оформится. Но, к сожалению, для тех, кто думает так, уже не получится. Но тут тоже надо разграничивать постройки, которые, да, визуально не портят облик города, там коммуникации не там где-то не повреждают. Ну, мы это не будем понимать без проекта. Да, без проекта. Вот давайте представим, что вот есть такие проекты, да, с ними еще можно как-то обсуждать, согласовывать, и у них есть, да, может быть, основания говорить, что некий бюрократизм все-таки в нашей системе присутствует. Может быть, надо подумать для вот таких людей, как облегчить процесс. Как облегчить и ускорить процесс. Да, и есть другая категория, которая строит, как я вот привела в пример, строение около второй городской больницы, но это даже не специалисту, не архитектору понятно, построение что так второй нельзя городской делать. больницы. Дело в том, что, опять-таки, тут история такая, что проект существует, и он согласован. По этому проекту было возведено строение, но по итогу, когда оно дошло до этапа отделки, тут уже застройщик самовольничать, начал самовольничать и добавил, допустим, вынос балкона, остеклил этот балкон. По проекту такого не было. Хорошо, но может ли, допустим, администрация применить меры, там, снести какое-то здание? Вот когда это возможно? Потому что действительно некоторые объекты не просто портят облик, там, каким-то коммуникациям, заезду там, техники, там, по пожарной безопасности и так далее. Представляют угрозу и для соседей в том числе. И такие можно, я уверена, найти примеры. Вот в этом случае можно ли вот наши законы позволяют или есть ли достаточно рычагов у администрации, чтобы вот так радикально действовать? Ну, как раз-таки, чтобы не было таких радикальных действий, нам нужно останавливать строительство на этапе, изначально на этапе фундамента. Мы бы не хотели, сносить здание. Это нехорошо. это как Я бы... понимаю, что там люди. Да, там люди. Это тяжело переживают и застройщик. Все-таки любое строительство — это время, это ресурсы. Поэтому, опять-таки, мы призываем согласовывать проекты, получать разрешение на строительство и после этого только начинать строиться. Как раз-таки, кстати, у нас таких все больше и больше сейчас. Ну, будет ли администрация пытаться убрать какие-то возможные барьеры бюрократические, как-то помочь тем, кто хочет строиться, помочь с проектами, ускорить все-таки, этот процесс? это
как раз-таки еще и про увеличение штата. Нам нужно увеличивать штат в архитектурном отделе города, городской администрации. Мы не справляемся с работой. Город все-таки не такой же маленький, хоть и столица. Вам архитекторы нужны, как я понимаю. Нам нужны специалисты. Нам нужно побольше молодых специалистов. Насколько вот будет увеличен штат? Вы сказали, что с Нового года такие небольшие реформы в администрации. Мы пока работаем над этим, я пока точно не могу сказать. Но инспекционная служба точно будет, которая будет следить за этим. И, конечно же, специалисты, которые будут способствовать тому, чтобы ускорились работы разрешительных документаций. Ну вот некоторые граждане позитивно воспринимают эту новость, и могут ли они к вам обращаться? Может быть, где-то началось такое строительство. Мы иногда в социальных сетях видим, как люди публикуют. Вот у меня во дворе там началось какое-то строительство непонятное, и мы опасаемся, что там перекроют въезд или что-то еще. Могут ли люди к вам обращаться? Или есть ли, может быть, какой-то телефон, куда можно позвонить и сообщить о подобном случае? Да, конечно, можно обращаться в архитектурный отдел, а также и в прокуратуру города можно обратиться. Но у нас прокуратура города как раз-таки специалисты сейчас хорошо работают в этом плане, они быстро выявляют какое-то новое строительство. Как это им удается? Это такой вот объезд города или есть какие-то другие инструменты, которые им позволяют? В том числе, быстро? да, это и объезд регулярный, и какие-то как раз-таки вот жалобы людей, горожан, которые недовольны новому строительству там. И плюс интернет как раз-таки, это же все еще у нас рекламируется. Допустим, кто-то что-то строит для того, чтобы в будущем продавать, а ему хочется, необходимо рекламировать это через интернет. В общем, сами себя тоже порой и таким подставляют образом сами себя, да. выдают себя. Еще про памятники исторического наследия. Мы же неоднократно слышим про то, как где-то памятник снесли, здание там частично изменили и так далее, и так далее. Может быть, у вас сейчас стоит тоже задача пройтись по списку памятников исторического наследия, посмотреть, что там вообще строится, не строится, восстанавливается, или, может, там уже снесено что-то. Вот такая задача перед администрацией, перед вашим отделом стоит? Ну, мы составляем список архитектурно значимых строений, которые где будут восстанавливаться фасады. И мы сейчас уже начали над этим работать. Так что мы следим, конечно же, за тем, что происходит с памятниками архитектуры. И плюс к этому мы начинаем восстанавливать фасады таких строений. Ну, это богатство города, да, это особенно для туристов, которых должен наш город привлекать своей уникальностью, своим обликом, своей исторической изюминкой. На это направление, вот сколько сил в следующем году будет направлено, с чего вы начнете, как этот список составляется, кто вам помогает. Расскажите немножко нам про это направление, как формируются задачи. Вообще, частная инициатива нам сильно помогает, местные бизнес-элиты, в общем, в восстановлении и фасадов зданий, и тротуарно-пешеходной инфраструктуры. В будущем мы нацелены на то, чтобы обновить озеленение города. У нас будут закупаться новые деревья, в общем, мы будем озеленять город, мы будем обновлять фасады, мы будем обновлять тротуарно-пешеходную инфраструктуру. Это самое важное, первое. В общем, город для людей, вот наша концепция. Это город для пешехода. Пешеход должен безбарьерно передвигаться. Это тротуары. Он должен передвигаться так, чтобы была тень, это озеленение, и так, чтобы он оглядывался и вокруг него были симпатичные фасады. По крайней мере, хотя бы в центре. В центре, да, и чтобы они были хотя бы вот покрашены, да,
Так что так. Это, да, это большая задача. И если мы уж повернули наш разговор вот в эту сторону, про озеленение тоже, конечно, отдельно хочется поговорить. Про ситуацию около 10-й школы, да, много разговоров, переживающие люди, да, задавали вопрос, были вырублены эти здания, говорю, деревья. И, конечно, вот за время, пока вы закупите эти деревья, посадите, город, эта часть города не будет в тени, и, конечно, люди переживали эти многолетние растения, которые и украшали, и как бы нужны были. В общем, как быстро это произойдет? Я уверена, что многих этот вопрос волнует. Тротуар замечательно, он красиво смотрится, ну и, конечно, озеленение — это важный вопрос. Да, конечно. Ну, это, к сожалению, пришлось удалить несколько деревьев вдоль улицы Пушкина, который вот на отрезке 10-й школы. Там сейчас обновили брусчатое покрытие, полностью пересмотрели перекресток, в принципе. То есть сейчас там появятся так называемые антикарманы, вот на месте которых сейчас желтые, оранжевые столбики. То есть тротуар увеличится в объеме. Как раз-таки концепция в пользу пешехода. И заложили, конечно же, клумбы под новое озеленение, и высадим новые деревья, такие же, которые были, и их будет больше. Но в будущем, то есть эта практика показала, что не совсем к этому относятся горожане, реагируют очень... Болезненно реагируют. Да, к такому. И подход мы поменяем, в общем. И если... у нас есть такие деревья, которые нуждаются в удалении, их немало. Ну, мы будем высаживать новые насаждения рядом с такими, когда они укрепят свои корни, в общем, будут пару лет расти, окрепнут достаточно. Окрепнут, и через 5 лет можно будет удалять те деревья многолетние, которые уже изжили свою. То есть не то, чтобы люди просто верили, они уже видели, что вот на замену. Ну и вот эта вот коммуникация, которую вы пытаетесь тоже с обществом выстроить, мне кажется, очень правильная. И градостроительный совет существует. Вот насколько часто вы обращаетесь к ним, и какие-то, может быть, консультации вот в рамках этой темы по незаконному строительству, когда мы говорили с вами в самом начале разговора, вот в этот вопрос вы привлекаете специалистов из этого совета? У нас регулярно проходит градостроительный совет. В нем состоят вот архитекторы, художники, общественные граждане. И мы, знаете, как с чего вообще начинается? Мы обсуждаем проекты изначально, которые кто-либо планирует. То есть вы планируете что-то построить, но для начала это должно пройти градостроительный совет. И вам нужно представить какую-то концепцию и защитить ее. Мы будем обсуждать на градостроительном совете, сделаем какие-то выводы, каждый выскажет свое мнение, вы должны прислушаться к этому, затем мы выдаем. Я должен прислушиваться также к градостроительному совету, и я, как главный архитектор, выдаю застройщику архитектурно-планировочное задание, где все это мы прописываем, все, что мы обговаривали за конкретный объект. И после того, как застройщик получает это архитектурно-планировочное задание, АПЗ так называемое, он уже может приступать к проектированию, то есть передает архитектору лицензированному, который составляет проект, в общем, архитектурный. Затем мы его согласовываем в администрации города. А есть ли вообще у нас план озеленения города, да? Такой большой план градостроительный? Вот как раз-таки в штат, вы спрашивали про штат, в том числе мы должны включить ландшафтного архитектора. У нас, к сожалению, нет такого. То есть сейчас это хаотично, получается, происходит. Вот где-то там ремонтные работы проводятся на этой улице, приходится деревья
вырубать, потом будете высаживать, вот в таком плане. А вот так вот общие концепции, каким будет зеленый Сухум, и где там нужно будет там обновлять деревья. Вот в парковой зоне, например, в парке «Сказка», там из-за погоды, из-за непогоды, то есть там несколько деревьев упало, я вижу там приходится зеленому хозяйству что-то вырубать, потому что это уже визуально не очень красиво, но а высадки там вот были, аллея небольшая была со стороны Аяйра, но в глубине парка там есть все-таки места, где уже, мне кажется, нужно посадить деревья. Ну вот представьте себе вот строение на углу Воронова и Ардземба, которое мы восстанавливаем, то есть это историческое здание 1954 года, вот, прошлого века. Если вы обращали внимание, конечно, это мы его восстанавливаем. Большое красивое здание. Да, вот вы помните, чтобы вдоль этого фасада были какие-либо деревья? Там тротуар, в принципе, отсутствует уже много лет. Я на свою память вообще не помню. Огромная лужа, которую я всегда пытаюсь обойти, выходя на проезжую часть. Вы на своей памяти помните, чтобы там были деревья и был нормальный тротуар? Я вообще не помню такого. А сейчас про парк говорю. Как раз-таки появятся новые деревья и тротуар. И так у нас просто много мест, где вообще, в принципе, отсутствуют какие-то деревья. То есть деревья, которые идут вдоль обочины проезжих частей между тротуаром и дорогой. Например, улица Лакоба, там отрезки, где по 100 метров, по 200 метров, где отсутствуют, в принципе, какие-то деревья. И отсутствуют уже давно. То есть там нужно высаживать необходимо. Мы заранее закладываем клумбы, где будет новое озеленение. Кстати, я раньше не обращал внимания, когда я еще не работал в структуре в госслужбе, я как раз-таки обращал внимание, новые тротуары не учитывали клумб. А сейчас мы обязательно учитываем клумбы, где будут в будущем насаждения. Ну, я думаю, благодарных горожан будет немало. Вот там, где вообще невозможно было обойти здание, появится новый тротуар еще и с зеленью. Но мы так устроены, общество так устроено. Негативные вещи, они больше обсуждаются, нежели какие-то позитивные изменения. Но есть, сделали хорошее, замечательно, мы как бы это видим, но не всегда озвучим. Это когда вот там вырубают что-то, конечно же, это всегда вызывает такую какую-то консолидацию разных людей. Это интересные проекты, и хочется, конечно, чтобы и вот парковые зоны тоже обновлялись новыми растениями. За этим тоже, чтобы следили. Вот прекрасный парк Воронова, который сейчас такой точкой притяжения. Парк «Сказка». «Сказка», бывший парк «Сказка», да. Парк имени Тараса Шамба сейчас он называется, да. Улица Воронова, на пересечении улиц Воронова и Аяйра. Если вы обратили внимание, там новые насаждения есть. По Аяйра. Но в глубине парка я про это говорю. В глубине парка. В глубине парка тоже. Может быть, я пока не вижу, может быть, эти растения слишком, эти деревья маленькие, пока не так заметны, но непогода тоже вносит свои вот коррективы. Но на будущий год заложили в бюджет 500 новых деревьев в городе. Но это касается не только центра города, потому что жители там нового района и других районов жалуются на то, что вот сейчас, конечно, у них прекрасный парк появится, да. И площадки, но вот хочется, чтобы их тоже включали в эти проекты по озеленению. Ну, все-таки ресурсы ограничены у города, но как можем, в общем, пытаемся как можем. Чтобы представить тоже масштабы затрат, да, одно дело там говорить, что мы хотим этого, мы хотим того, но это тоже дорогостоящее удовольствие, покупка этих растений. Да, деревья не дешевые. Да. Примерно, чтобы представлять, какие расходы администрация несет. Я не могу ответить, да, нет, к сожалению. Потому что это в питомниках покупается, и чаще всего эти растения завозятся. Здесь есть возможность купить? Пока что чаще всего завозятся. Нам нужны новые питомники, это точно.
Беслан, если подводить итоги нашего разговора, сейчас главная задача, вот возвращаясь к основной теме нашего разговора, это незаконное строительство. До конца года какие у вас планы в развитии вот этого вопроса? До конца года мы пока мониторим, останавливаем незаконное строительство. То есть самострой должен быть остановлен до разрешения на строительство. А все, кто занимается самостроем, мы до вас дойдем. Пожалуйста, пойдите навстречу, готовьте проекты для того, чтобы мы могли их согласовать, скорректировать. И выдать разрешение. Ну и со своей стороны, я уверена, администрация должна стараться минимизировать вот эти барьеры бюрократические, про которые мы с вами говорили. Беслан, большое спасибо, что были с нами в студии. Спасибо вам. А я напомню нашим слушателям, у нас в гостях был главный архитектор Сухума Беслан Богателя. Мы говорили о работе администрации по выявлению незаконных построек.